Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на времени полуострова и в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. 29 октября появилась информация о том, что в Ханском дворце в Бахчисарае российские рабочие проводят ремонтные работы, больше напоминающие вандализм. Министерство культуры Украины пожаловалось в ЮНЕСКО. Российские власти полуострова обвиняют в плачевном состоянии дворца Украину. Что происходит с шедевром архитектуры и уникальным памятником истории Крыма? Кто виноват и что делать, чтобы дворец простоял еще 500 лет? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Ханский дворец-музей в аннексированном Бахчисарае – это известный памятник архитектуры, связанный с историей крымских татар. В апреле 2014 года российские власти Крыма уволили бывшего директора дворца Валерия Науменко, руководившего музеем в течение 3 лет. Новым главой стала жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова. Она проработала в музее до декабря 2014 года. На смену ей пришел Вадим Мартынюк, бывший сотрудник прокуратуры, который ранее курировал экономические вопросы Бахчисарайского музея. В начале октября Ханский дворец-музей вошел в собственность полуострова. Позже российские власти Крыма решили провести реконструкцию здания, начав с фундамента и крыши. Как рассказал депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, работу закончат до 22 декабря. На данном этапе уже закончены по Большой Ханской мечети противоаварийные работы. До 20 декабря начались реставрационные работы, и до 22 декабря эти работы будут закончены. Полностью привезена в полном объеме из Испании плитка керамическая, то есть вот та, которая называется в народе татаркой. И, конечно же, внешний вид мечети после реставрации будет максимально приближенный к тому вот ханскому периоду. Далее второй этап реставрации Большой Ханской мечети и в целом всех 16 объектов будет после Нового года. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, на ремонт выделили более 1,5 миллиарда рублей. Вот задача наша на сегодняшний день – привести, конечно, музей в соответствующее состояние, восстановить его, по сути, таким, каким он был изначально при строительстве. Деньги вкладываются, программа вот сейчас разработана. Будем гордиться тем, что на территории республики есть такая вот жемчужина, как Ханский дворец. Министерство культуры Украины утверждает, что такая реставрация может разрушить главный корпус Ханского дворца. По информации ведомства, в Великой Ханской мечети повреждены росписи XVIII века, а на фасаде здания уже появились трещины и обвалилась штукатурка. Крым в центре внимания. Журналист Осман Пашаев создал такую картину, если можно так сказать, реставрации Ханского дворца. Под предлогом подготовки к столетию музей был закрыт на 4 дня. Фотографировать нельзя. Со всех сторон стоит охрана, как в зоне. С Биюк-хан Джами сняли не только всю черепицу, ее просто скинули и намерены вывести на Чуфуткале. Сняли старинные дубовые балки под предлогом их порчи жучком. Балки огромные, толстые. Из них повсюду торчат кованые гвозди. Пока снимали балки автокраном, на фасаде повредили росписи XVIII века. Весь фасад с улицы помыли керхером, от чего пошли трещины прямо у входа возле ворот. Штукатурка обвалилась до самых камней. Кладка была видна. Эту дыру срочно замазали цементом, и весь фасад покрыли современной краской и шпаклевкой. Александровский фонтан мыли керхером. Куски обвалились, они их замазали и сейчас красят современной краской в белый цвет. Екатерининскую милю также помыли щавелевой кислотой и керхером, буквы обсыпались. Все росписи на фасадах срочно подмалевывают обычные рабочие, а в рестораторах нет вообще речи. Вместо рухнувшей в Персидском саду стены заливают бетон. По словам крымского историка Гульнары Бекировой, состояние Бахчисарайского дворца плачевное, и этот факт становится все сложнее скрывать. Крымский историк поделилась письмом из Бахчисарая с описанием ситуации. Давайте послушаем. Ситуация с Хан-Сараем, если не трагическая, то точно весьма драматическая, и это уже не мое частное мнение. Об этом буквально пишут и с болью в голосе, со слезами на глазах пишут люди из Крыма. Я хочу представить, скажем так, часть письма, которое мне прислала совсем недавно, не называя имен, скажу, человек, который каждый день наблюдает за так называемыми реставрационными работами, и это человек с
специалист, то есть не рядовой какой-то гражданин, который там периодически смотрит издалека, а человек, который знает, что там происходит. В целях безопасности я не могу называть имя этого человека, и вот что он мне пишет, цитирую. Так называемые реставрационные работы над памятником истории и культуры Ханским дворцом относятся к разряду даже не ремонтных. Известно, что подрядчиком этих работ выступает строительная компания «Атта Групп». Курирует отец главы Республики Крым. Рабочая бригада представляет из себя гастарбайтеры и люди, даже не владеющие ходом ремонта. О научном подходе речи нет. Оригинальные, уникальные росписи 1740 года, которые были входом в ханскую мечеть при Селямет-Гирее, были расписаны, в росписях зашифрованы имена архитекторов и правителя, уже разрушены. Если будут продолжаться работы над этим объектом, то в ближайшее время минарет может рухнуть. Он и так имел перекос. Один из ранних сооружений, зал дивана с его потолком, датируемый XVI веком, отколупывается и течет. Работы отбойным молотком и непрофессиональная работа привела к тому, что стали появляться многочисленные трещины на всех зданиях дворца. Это только одно из писем, но таких писем с фотографиями уже мы знаем несколько, и, к счастью, они уже становятся достоянием общественности. То есть мы видим, первое, что ремонт производится не специалистами. По-видимому, с целью, не знаю, мы так думаем, отмывания денежных средств. То, что идет по сути, такое разрушение этого, этой святыни, если так прям скажем, да, крымско-татарского народа, это уже точно. И я, конечно же, здесь однозначно считаю, что ситуация трагическая. Что с этим делать? Я сказать не могу. Здесь должны быть какие-то политические решения. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Крымско-татарские активисты и журналисты здесь утверждают, что на самом деле происходит не столько ремонт, сколько вандализм и разрушение памятника культуры Бахчисарайского дворца. Украина уже пожаловалась в ЮНЕСКО. Скажите, есть ли какая-нибудь возможность повлиять на российских реставраторов? И, если возможно, предположите, почему вместо того, чтобы привлечь какую-нибудь экспертную группу, может быть, главному из памятников средневекового Крыма реставраторов, почему они обходятся, как утверждает Гульнара Бекирова, гастарбайтерами? Я хочу сказать о том, что прежде всего Бахчисарай – это не просто памятник, это один из символов крымско-татарского народа. Да, символ национальный, который имеет особый статус. Он занесен в предварительный список всемирного наследия, и, естественно, мы можем и должны добиваться отдельной мониторинговой миссии в Крым, которую Комитет всемирного наследия должен направить. Мы со своей стороны, как Национальный комитет, украинский КАМОС, будем об этом говорить в Дели, поскольку в Дели будет очередная ассамблея КАМОСа. Мы готовим несколько заявлений. Одно из заявлений будет о состоянии памятников в Крыму, и Бахчисарай в этом списке будет одним из первых, наряду с Херсонесом. И второе заявление будет касаться аннексированных территорий вообще, потому что речь шла о том, что когда в 2014 году была ассамблея, большая ассамблея ИКАМОС в Италии, во Флоренции, Украина сделала заявление, это заявление было принято и как резолюция ИКАМОС, и это касалось крымских памятников. Это заявление, в конце концов, сделал и Комитет всемирного наследия, но до сих пор мы не видим шагов в этом направлении. Мониторинговая миссия в Крыму необходима, потому что то, что происходит в Бахчисарайском дворце, это, безусловно, противозаконно. Если можно, предположите, последуют ли какие-нибудь меры со стороны международного сообщества, или Россия, как обычно, останется глухой и будет говорить, что ничего страшного не происходит, а все работы ведутся, потому что святыня восстанавливается? Россия как бы всегда глуха, да.
особенно в тех вопросах, которые касаются наследия Крыма. Она принимает ту сторону, которая ей удобна. Нас волнует состояние памятников, нас волнует, безусловно, вывоз коллекции, прежде всего археологических, та бесконтрольность, которая со стороны, в том числе и мирового сообщества, сегодня происходит на всех видах памятников. Это касается и архитектуры, это касается археологии, но когда речь идет о таком достоянии, как Ханский палац, как Ханский дворец, да, который внесен в список всемирного наследия, то это прямое нарушение. Директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова, того музея, который находится в Бахчисарайском дворце, в ответ на жалобу Украины пригласила экспертов ЮНЕСКО осмотреть дворец. Давайте ее послушаем. Точка зрения. Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылают. Увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений. Но нашему дворцу от этого не легче. Сейчас единственное государство, которое озаботилось сохранностью дворца, это Россия. Это все равно, как посреди сложной хирургической операции ее прервать, и человек умрет. Так и в нашем случае, если прекратить противоаварийные работы, то эти объекты просто разрушатся. И кому от этого будет хорошо? Точка зрения. Итак, Мерьем Сейтумерова говорит о том, что это противоаварийные работы, которые должны спасти Бахчисарайский дворец, и что эксперты ЮНЕСКО, если хотят, могут приехать. Действительно ли противоаварийные работы необходимы вот сегодня на завтра или со вчера на сегодня? И действительно ли эксперты ЮНЕСКО могут приехать, или это тоже просто слова? Бахчисарайский дворец не был в аварийном состоянии. Во всяком случае, по состоянию на 2013 год, когда речь шла о внесении в список всемирного наследия, да, он, как любой памятник древний, всегда нуждается в реставрации. Нет такого памятника во всем мире, внесенным в список всемирного наследия, имеющим особую ценность, которые не требуют реставрационных работ, и они могут быть текущие, они могут быть противоаварийные, но у меня не было информации, и поскольку я один из исследователей этой проблемы, да, тот человек, который, по сути дела, принимал участие в рабочей группе по подготовке номинации об аварийном состоянии памятника, я думаю, что для того, чтобы сделать правильные суждения, нужно видеть. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. А с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте. Доброе утро. Мы знаем, что после того и во время того, и как Украина жаловалась в ЮНЕСКО на ситуацию с реконструкцией, которую многие называют вандализмом Бахчисарайского дворца, вы находились на очередной сессии этой организации, где обсуждали этот вопрос. Можно ли из первых уст узнать, что вам ответили в ЮНЕСКО, что будут делать международные организации, чтобы остановить разрушение Бахчисарайского дворца? Днями в Париже открылась 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, и в ходе этой сессии были выступления глав национальных делегаций стран-членов ЮНЕСКО и выступление руководителя национальной делегации Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Также было указано о катастрофической ситуации, сложившейся с сохранением Ханского дворца Бахчисарая, а также с варварскими разрушениями исторических курганов на территории Автономной Республики Крым при строительстве российскими оккупантами стратегической военной дороги. Да, в этих выступлениях были даны жесткие оценки тому, что происходит. ЮНЕСКО — организация, которая
рассматривая вопросы сохранения исторических памятников, связано с тем, что ее 195, если я не ошибаюсь, членов, каждый из них определенным образом влияет на принятие решений. Сейчас на этой сессии не было принято решений в отношении Крыма или какой-то иной территории другой страны, но но то, что состоявшееся выступление обязательно найдет свою реакцию в работе исполнительного комитета ЮНЕСКО, у меня в этом нет сомнений, тем более украинское государство будет постоянно и систематически давать информацию о том, что происходит с памятниками истории, культуры на оккупированных территориях. И если можно поинтересоваться вашим личным мнением, почему российские строители или реставраторы, как они себя называют, так спешат с Ханским дворцом прямо сейчас, почему они делают это так спешно? Это действительно забота о Ханском дворце или есть какой-то политический подтекст? Надо просто знать историю Крыма последних более чем 200 лет, с момента первой аннексии Крыма со стороны тогда еще Российской империи. Вся вот эта более чем 200-летняя история говорит о том, что Российская империя, потом уже Советское государство делало все для того, чтобы просто извести коренной народ полуострова и окончательно стереть память о нем с крымской земли. И Ханский дворец сегодня один из очень немногих памятников культуры крымско-татарского народа, сохранившихся до наших дней. И сегодняшняя политика оккупантов в Крыму направлена на то, чтобы, с одной стороны, заставить крымских татар покидать Крым, репрессии, погромы, обыски, аресты направлены на то, чтобы в крымском обществе царил страх. Страх заставлял людей покидать Крым и одновременно делать все для того, чтобы память об этих людях, о коренных жителях Крыма совершенно была стерта. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на территории материковой Украины, а мы продолжим через несколько секунд. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Тимур Бобровский, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Национального заповедника София Киевская. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. По словам российского директора Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника Вадима Мартынюка, виновными в нынешнем состоянии дворца является предыдущее украинское руководство. Давайте послушаем, что он говорит. Мнение. Когда мы зашли на чердак, то увидели, что центральная балка, на которую крепится люстра, прогнила в местах креплений. Да так, что труху можно было выбрать просто рукой. Я написал ходатайство главе республики и министру культуры, что нельзя ограничиваться в Большой Ханской мечети одними противоаварийными работами, иначе будет беда. Глава республики и Госкомитет по охране культурного наследия поддержали ходатайство, и мы смогли приступить уже к реставрационным работам в соответствии с утвержденным проектом реставрации. На территории Ханского дворца проводятся противоаварийные и реставрационные работы. Мы знакомы с писаниной, которая сейчас возникает в разных источниках. 12 сентября здесь у нас был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Позже нас посетил председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин, а также министр культуры России и руководители ФСБ. Я думаю, что трудно представить себе камикадзе, который попытался бы что-то делать не по закону в сфере охраны культурного наследия. Я понимаю, что
нашим соседям из пограничного государства надо что-то выдумывать, что-то писать, но есть неоспоримые факты. Они свидетельствуют о том, что именно благодаря тому наследству, которое оставлено нам после Украины, понадобилось проведение таких работ. Иначе дворец бы попросту развалился. Из-за отсутствия консервации и после обильных осадков весной этого года произошло обрушение стены. За счет собственных средств мы ее сейчас восстанавливаем. Работы будут завершены в декабре текущего года. Только после этого можно говорить о сохранности этой части дворцового комплекса. Все чердаки были завалены мусором. Работы по уборке этих помещений велись на протяжении 2 недель. Здесь ободрали все, что можно было ободрать. Остался скелет здания. Совершенно ясно, что нынешнее руководство, а уж тем более власть, здесь ни при чем. Это то, что нам оставили в наследство. Мнение. Так называемый вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский также заявил, что ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения. Цитирую: «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его сегодня вытягиваем. Поэтому пусть они не учат нас жить». Конец цитаты. Подобную оценку дал и депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму Руслан Бальбек. Цитирую: «Он, дворец, стал объектом обогащения и местом для размещения торговых ларьков. Из-за того, что в период Украины из дворца только выжимали соки, теперь понадобится 6-7 лет, чтобы полностью восстановить его после периода украинской разрухи и варварства». Конец цитаты. Итак, Тимур, действительно ли Украина настолько пренебрежительно относилась к ханскому дворцу, чтобы после 2014 года фактически он находился на грани разрушения? Ну, все с точностью до наоборот. Я хочу напомнить, что в составе Украины автономная республика Крым была именно автономной республикой со своим собственным правительством. И Бахчисарайский заповедник, который еще в советские времена был государственным заповедником, при автономной республике Крым был превращен в коммунальное предприятие подчинения автономной республике Крым. Украина, Министерство культуры Украины неоднократно ставило вопрос о том, чтобы передать его под управление Киеву, Министерства культуры, в связи с номинацией ханского дворца в список всемирного наследия. Но Симферополь категорически от этого отказывался, ссылаясь на то, что у Симферополя есть достаточно средств для поддержания дворца в надлежащем виде и, соответственно, получение прибыли с дворца как экскурсионного туристического объекта именно в крымскую казну. Дело в том, что так, к сожалению, сложилось, что и ханский дворец, и другие памятники Бахчисарайского заповедника были исключительно в подчинении автономной республики Крым. Поэтому тут ссылаться на то, что вот Украина виновата, да нет. Сами крымчане виноваты в том, что с 1965 года, если я не ошибаюсь, в дворце не проводились большие масштабные реставрационные работы. А вот те работы 1965 года проводила именно Украина. И здесь еще есть один аспект, на который я хотел бы обратить внимание. Именно Украина поставила вопрос о номинации дворца, и не только дворца, а других объектов Бахчисарайского заповедника, как-то Чуфут-Кале, комплекс, опять-таки, связанный с крымскими татарами в Салачике, в Эскиюрте, это на территории Бахчисарая, в список всемирного наследия. И именно в рамках подготовки номинационного досье и плана управления этого памятника был разработан комплекс реставрационных мер, на которые предполагалось, что вот если памятник войдет в список всемирного наследия, у Украины появится, как у страны, берущей на себя обязательства, появятся возможности юридически вкладывать большие средства в реставрацию этого памятника. Ну, а то, что касается происходящего сейчас в Бахчисарае, насколько я обладаю информацией, работы, так называемые реставрационные работы в дворце ведутся
фирмой, которая не имеет реставрационного опыта. Я так понимаю, они себя уже в прошлом году проявили на реставрации так называемой мечети хана Узбека в Старом Крыму, где использовали совершенно неприемлемые для реставрации материалы строительные, как-то бетон и все остальное. И ожидать чего-либо хорошего для дворца от этой реставрации, я думаю, не стоит. И последний короткий вопрос. Если все-таки так называемые реставраторы угробят дворец и доведут его до ручки, можно ли после возвращения Крыма под контроль Украины что-нибудь сделать с тем, чтобы дворец вернуть к первозданному виду? Или это уже навсегда? Нет, я не думаю, что речь будет идти о том, что они его совершенно угробят. То, что вред будет достаточно большой, это, наверное, так оно и будет. Но да, конечно, то есть профессиональные реставраторы, безусловно, смогут что-то сделать. Я не думаю, что речь сейчас стоит о том, что мы потеряем ханский дворец. Мы сейчас, скорее, нужно ставить вопрос о том, что он находится действительно в аварийном состоянии. И это состояние активизировалось именно в последние 3 года. Вот как ни странно, да, это не только с Бахчисарайским дворцом. То же самое мы видим и с Судакской крепостью, Генуэзской крепостью в Судаке, где там произошло обрушение одной башни. Видимо, смена власти, которая там произошла, местной власти, она привела к тому, что вообще никакие средства в первые годы не вкладывались в то, чтобы их реставрировать. Что ж, большое вам спасибо, Тимур, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тимур Бобровский, кандидат исторических наук. Это радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся с вами уже завтра.